Меня попросили съездить туда, забрать посылку, рюкзак. Кто? Александр Рейх в мессенджере написал мне. Там лежал портфель. Внутри какой-то предмет лежал. Изнутри, который изначально с самого начала не знал. Здесь я поднял сумку. Подняли, содержимое вскрывали, не вскрывали? Не скрывал. Сумки. Прибыли к дому, где я хранил рюкзак. Хранил рюкзак конкретно где? В шкафу. Ну тут хранил. В этой полке. Да. Так, потом что? Потом отвозил, отвозили посылку, чтобы ее забрали. Подходил сюда и ложил примерно вот в этом радиусе посылку. Так, еще раз рукой покажи. А? Рукой еще раз покажи где. Вот в этом радиусе. Следственным комитетом России в Удмуртской республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность 3 подростков, обвиняемых в покушении на террористический акт. По данным следствия, несовершеннолетние 15, 16 и 17 лет в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в популярном мессенджере установили контакт с представителем украинских спецслужб, который дал им задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Впоследствии 2 подростка получили самодельное взрывное устройство и хранили его по месту жительства одного из фигурантов. В августе этого года несовершеннолетние задержаны сотрудниками регионального ФСБ при закладке устройства у проходной предприятия. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних проявлять повышенное внимание к кругу общения детей, их контактам в интернете, в том числе в мессенджерах и социальных сетях. Крайне важно объяснять детям смертельную опасность выполнения любых указаний незнакомцев в сети, предлагающих легкий заработок или призывающих к противоправным действиям. Я связался со спецслужбами Украины и по их указанию поднял СВУ, чтобы подорвать военный завод и получить немного денег. И по просьбе кураторов из Украины я поднял СВУ со схрона для дальнейшего взрыва завода. Я понимал, что завод военный, но хотел за это получить деньги.